Ассаламу алейкум, дорогие друзья, приветствую всех. Большое спасибо всем подписчикам этого канала, а кто не подписан, подпишитесь. Сегодня мы находимся в Шалинском районе, в селении Гирменчук. Здесь располагается историко-этнографический комплекс под названием Шира-Юрт. Он представляет собой музей под открытым небом, рассказывающий об истории и культуре чеченского народа. Давайте вместе пройдемся по уютным улицам этого поселения и вместе посмотрим. Ищем приключения. У входа в комплекс собрана вот такая коллекция ретро-машин. Вот эту машину я не знаю. Эту тоже, это там написано «Москвич». Но такой москвич я никогда не видел. И вот здесь тоже написано «Москвич». А вот эту машину я уже знаю и видел. Это Запорожец. Шестерка. Четверка. Жигули. Это Волга или Победа. Это Волга. А это Рафик. Легендарный. Муравейник. И мотоцикл Урал с люлькой. При въезде в селение располагается каменная сторожевая башня, высота около 25 метров. И рядом ресторан. Здесь мы видим мечеть. Да, внутри каждой постройки воссоздан интерьер того времени. А снаружи дома окружают деревянные изгороди, со стоящими во дворе старинными телегами. Экспозиция музея в точности передает атмосферу древнего чеченского поселения. Смотрите, как красиво раньше жили люди. Посуда старая. Печка.
Давайте зайдем вот сюда и посмотрим, как здесь у них обстановка. Вот такой чемоданчик. Я тоже помню, у нас у бабушки был такой. Ну, в рабочем состоянии. Так. Во дворе есть печка. Очень все уютно и красиво. Вот так раньше люди жили в мире и в согласии. Мы закроем за собой. Пищу. 어디야쇼? 어디야쇼? Сейчас мы отправимся в селение Элистанджи Веденского района. Это горная часть Чечни. И мы планируем там совершить такой мини-поход по ущелью. И покажем вам невероятно красивую природу. Направляемся к рекам, которые находятся в селении Элистанджи. Очень устали, и подъем тут на камере не видно, а подъем очень сильно чувствуется. Но все равно мы ищем приключения, и мы их найдем, иншаллах. Но приключения тоже бывают и неприятные, и приятные. Надеюсь, что сегодня будут приятные приключения. Кроме нас тут, оказывается, еще ребята идут к этому водопаду. И они подсказали нам путь. И сказали, что вот отсюда надо спуститься туда. Ну что, искали приключения? Вот и первое приключение на сегодня. Вот по этому крутому спуску мы должны спуститься вниз.
Мы уже видим и очень четко слышим водопад. Вон там. И смотрите, откуда мы спускаемся. Очень мало осталось еще спуститься. И мы, иншаллах, попробуем. Здесь, я думаю, без вот этого, без поддержки я смогу. Вот так, своим ходом. Самое интересное впереди, как говорится. Сейчас залезу туда, чтобы вам было видно. И спущусь обратно. Вон там водопад. Вот она, дикая природа Чечни. Вот так вот. Смотрите на эти деревья, висящие у пропасти. А мы уже близко к водопаду. Почти у цели. Здесь уже камни, и это очень опасно. Друзья, вот он, водопад. Я думаю, что мы заслужили искупаться под этим водопадом, и мы сейчас это сделаем. О, какой он холодный! О, машину, да?
Там жарко, а мне уже холодно. А дальше уже мы совершим поход по этому ущелью. Смотрите, как растет папоротник посреди камней. Видите, здесь тропинка заканчивается, и постоянно приходится переходить эту реку. Здесь надо быть очень осторожным, камни очень скользкие. Похоже на гусеницу от танка. Я уже дошел до места, где встречаются две ветки этой реки, и не могу определиться, в каком направлении мне пойти. Ну, сейчас попробуем против течения. Тут река потеплее, а здесь, походу, глубоко.
И мы сейчас это проверим. Очень освежает вода. Теперь давайте вернемся обратно и попробуем пойти по течению. Друзья, вот и случилось с нами и неприятное приключение. Наш оператор подскользнулся и упал в воду, и вся наша техника оказалась в воде. Очень с большому сожалению мы уже должны вернуться обратно. Друзья, если вы не подписаны, то подпишитесь на канал. До новых встреч! Мост, по которому мы переходили ранее, по возвращению сломался, и наша техника снова оказалась в воде, я полностью туда упал.